Дорогие друзья, вот мы сейчас находимся на садовом участке у нашей героини, у нашей очень прекрасной, замечательной знакомой, отличный спикер, блогер, человек, который пропагандирует, вообще несет в массы знания, как вести огород, как сажать сад, как за ним ухаживать. Это Маргарита Васильевна Карпова. Мы у нее в гостях. Здравствуйте, Маргарита Васильевна. Сегодня будем говорить про смородину. Как подготовить смородину к будущему урожаю, к урожаю уже вот этого года. И этим вопросом надо озаботиться именно сейчас, вот в эту пору весеннюю, да? Самое раннее время. Да, и вы занимаетесь сейчас обрезкой. Да. Обрезкой – это красная смородина. Красная смородина. Так. Мы начнем с красной смородины. Мы обрежем. Мы тут молоденькие есть. У нас тут есть трехлетние, четырехлетние, вот они уже ветки. Она вот сильно разветвленная, у нее веток, везде уже у нее ветки. Эта ветка нам совершенно не нужна. Это то есть старая ветка. Старая ветка. Должны остаться трехлетки, веточки. По 4-5 Мгм. веток каждого года оставляем. Мгм. Однолетние, трехлетние, четырехлетние, двухлетние. Вот так вот оставляем. Эти считаются прошлогодние, однолетние. Мгм. Отсюда считаем. Да, а вот старые совершенно вот толстые, их прям видно. Толстые, у нее кора, Да. кора у нее. Сейчас я ее отрежу, мы ее рассмотрим. Ой, Не получается. Давайте я вам помогу. сейчас я ее. Такого не бывает, чтобы я не справилась. Ух ты! Какой треск. Вот она, старая Вот, ветка. смотрите, Посмотрите, как она толстенькая. выглядит. Да, вот. На ней каждый год отрастали боковые ветки. Сама кора уже, вон она шелушится. На молодых нету. Вот под этой корой могут зимовать вредители, и все, и споры грибов, заболеваний разных. Это все, конечно, удаляем и желательно сжигать сразу все это. Это вот такие вот большие. Теперь оставляем мы двухлетние, трехлетние и однолетки мы проредили тоже. Однолетки проредили тоже, потому что их очень много. Молодой дает поросли. много она. Да, и поэтому нужно их проредить. И должно получиться у нас, дорогие друзья, В конечном итоге вот кустик такой прозрачный. вот кустик, аккуратненький. Убрали прошлогоднюю траву. Наша героиня уже все здесь подрезала, оставила двухлетние растения, трехлетние и однолетние растения. И вот такой вот куст, очень такой прозрачный, такой воздушный получился. Для чего Да? еще это надо? Это чтобы потом собирать ягоды было удобно. Чтобы не лезть, и пока долезешь до ветки, все ягодки стряхнешь. А тут она доступная. И еще из этих соображений мы тоже обрезаем кустик, мы смотрим, как тут мы под него подлезть сможем. Если две ветки переплетаются, и одна будет нам мешать, мы ее безжалостно просто уберем. Иначе мы все равно полстакана ягод потом уроним. Вот мы сейчас подошли к кусту именно черной смородины. Вот здесь какие премудрости? Так, ну вот этот кустик у меня волгоградская, привозная, поэтому я на зиму ее вот так вот связываю в пучки. Она даже лист не успевает сбрасывать. Поэтому лист Ой, запах она какой! смородиной Прям пахнет. смородиной пахнет. Все это обрезаем, Летом. освобождаем кустик от веревок, от листьев. Так, и вот тут вот тоже смотрим. Ветка разветвленная, очень сильно, очень много. Ну, что-то прямо тут у меня совсем старых-то. А вот самые Ну, старые. такой ствол старый. 5 лет ему точно, да, в обед. Вот старые И у меня. его нужно убирать. У меня тут и еще там где-то вон есть еще старые ветки. Так, как будем убирать? Секатор нужен потолще, да, побольше. Куда я Вы его его взяли, нет? Я взяла, но куда я его положила? Сзади за вами. Так, вот секатор. Ну, давайте уберем, да, вот этот толстый. Вы сами? Самые вот это вот. Принцип тот же. А то вдруг Оставляем я не так не сделаю, больше 3, 4, 4, 5 разного возраста в этом кусте, так же, как в красной 4-5 в смородине. целом или по 4-5? Каждого возраста по 4-5. По 4-5. Вот Вот тоже он, она вот. смотрите, какой он Она толстый. уже вот эти укороченные у нее ветки. Она уже совершенно тут, у нее сил даже не хватает, чтобы вот эти свои веточки содержать. Да. На них ягод так себе будет. Просто она будет мешать. Старую одну убрали, тут у меня их не так много, кустик у меня обработанный. Тут вот молодые, они очень длинные. В отличие от красной смородины, на черной смородине мы можем их укорачивать. Тем Для того, самым- чтобы дать возможность вот тут выпустить боковые побеги. И то есть вот это вот один вот этот вот ствол,
он даст боковые побеги. И точно так же Пятилетний. вырезаем отсюда все хлипкие, тонкие ветки, ненужные нам. Оставляем, вот она толстенькая такая, ну, толще сантиметра, почти примерно в сантиметр вот здесь тоже. Ну, то есть вот здесь вот можно определить на глаз ведь, да, какой вот вот старый, по цвету коры, старый, допустим, он вообще такой темный, ну, видно, что он совсем старый, и поэтому его безжалостно нужно обрезать. Вот Ну, и они. потом дальше по мере, так сказать, светления коры мы определяем, На старых вот очень да, много какой. боковых побегов. Мгм. И кора, главное, уже облезающая, такая расщепляющая, потому что все-таки все погодные эти явления. Вы вот сейчас оставили, это какого года? Трехлетка, наверное, да, Вот или это, 4 вот, года? вот это вот старая, вот это вот двухлетняя. Она вот М, ветки уже дала. двухлетняя. Да, пошли она уже вот. дала боковые Вот побеги. трехлетняя Вот уже. трехлетняя, да. Стволик светленький у нее. А вот это то, что вы в руках держите А это сейчас, вот старый, это вот надо этот старый, удалять. надо удалять его. Тоже удалять. Он тоже Видите, у нее уже толстый. молодые побеги хорошо плодоносят на молодых побегах. На старых вот на этих уже тут. Да, то есть урожая уже такого хорошего, Да, шикарного. тут нету тут тех, которые могут дать ягоды уже более в хорошем количестве. Поэтому, дорогие друзья, те, кто занимается садовыми культурами, Так, должны вот мы очень внимательно следить за своими кустами. Вот красная смородина, черная смородина, она зависит от того, насколько вы внимательны по весне, по осени, как вы занимаетесь обрезкой. Ну и вот как нам советует наша Маргарита Васильевна, нужно это делать каждую весну, каждую осень, да? Ну, вы, видимо, осенью вам было некогда. Осенью было некогда, я не стала, я И оставила поэтому их. эту работу можно провести Можно именно весной. сейчас, в эти дни, друзья. А когда вот это все начнет зеленеть, конечно же, вот у начинающих огородников всегда вот, ну жалко же, жалко. Но, знаете, ведь от того, как мы грамотно все это сделаем, всю эту работу, так сказать, организуем, обрезку произведем, у нас Зачем и вот такие вот от будут нужны? всего Вот этого такие вот зависит тоненькие, наш они будущий совсем нам урожай. будут не нужны вот эти Да. веточки. Они хлипенькие, они себя такое как держат. Им было темно, они просто не смогли дорасти. И, возможно, они даже и подмерзли, потому что они вот такие. Для чего вот мы обрезали верхушку, да? Это вот. Обратите внимание, для того, чтобы вот здесь вот это вот растение молодое дало побеги. И на следующий год, ну, в общем, урожай будет здесь только увеличиваться. То есть вот такие Вот вот, она, видно же, что это вот молодая. Смотрите, какие боковые побеги у нее вот эти длинные. Она еще дает эти хорошие побеги. то есть мы оставляем вот Да, вот это вот мы оставляем, это у нас будет будущий вот урожай. этот стволик мы оставляем. Будущий наш урожай. Тут старых у меня, по-моему, нет, вот еще старая ветка. Она вот там связана. Вот старье еще. Вот старая, смотрите, какая толстенькая, да, вот вы держите в руках. Да, вот То это есть вот тоже здесь вон справится вон только вот такой вот кора, вон, даже серьезный видно, кора, секатор. посмотрите, какая вся чем-то пораженная. Мгм. И тоже обрезаем ближе к земле, да? Ближе к земле. Чем короче пеньки, тем То лучше. есть вот эта обрезка, она нам дает возможность избавиться от паразитов, всевозможных вредителей. Ну и тем самым мы работаем над тем, чтобы улучшить наш урожай, обновить наш куст. Ну, тут уже Например, у старых меня нету. на даче вообще все кусты старинные, им по 20 лет. И некоторые старинные вот эти вот стволы, да, они даже отваливаются сами Они от уже старости. отгнивают, они А оказывается, перегнили. надо своему кусту-то помочь вот такой вот работой. Так что, друзья, давайте не будем лениться. Вот я в эти дни вот буквально поеду на дачу и тоже займусь вот этим делом. Так, ну вот мы их обрезаем. Так. Так. И сейчас самое время, еще почки не проснулись. Они еще вот только-только-только набухают. Старая ягодка. Старая Только-только они набухают, вот эти почечки. Нам необходимо их обработать. Кто-то Так. их уже по снегу еще кипятком обрабатывает. Я перестала с кипятком этим носиться, потому что, ну, сильного эффекта я как-то не заметила. Так, ну вот мы кустики все почистили, обрезали. После этого нам необходимо их просто обработать сразу от вредителей, и от заболеваний. Для этого проводят весной искореняющую обработку растений именно вот по спящим еще почкам. Они должны только набухнуть, и ни в коем случае они не должны быть как бы уже раскрытыми, потому что они просто обгорят. Для искореняющей обработки мы берем мочевину, карбамид. Я в телеграм-канале там очень хорошо так написала. Это берем грамм 500 карбамида мочевины и 200-250, даже максимально до 300 медный купорос. Разводить их там необходимо в разных емкостях, одну в одном, другую
в другом ведре, чтобы потом они не смешивались сразу при растворении. Причем купорос разводим в горячей воде, он плохо разводится, в горячей воде очень хорошо. И после этого смешиваем, добавляем туда мыло, чтобы прилипло все к веткам, и опрыскиваем кустик. Это на 10 литров, на 10-литровое ведро, как говорится. Это А делается. как мы проливаем? Вот просто вот леечкой или Нет, как? опрыскиватель. Просто опрыскивать Да, нужно. любой опрыскиватель доливаем туда, через ситечко обязательно, потому что всегда там попадает мусор и все. Вот такая вот обработка нам просто очень необходима. Это касается только смородины? Это вообще все растения, все Все садовые культуры, растения. все садовые культуры по Вишня, закрытым почкам. крыжовник, Да. все что угодно. Все что угодно. Если мы уже запоздали и на кусте уже раскрылись почки, мы берем уже более нежный раствор, бордовскую смесь. Вот эту. Только ей уже можно. Тут инструкция написана, как это дело делать. По открывающимся листочкам можно уже с ней только пройти. Это ни в коем случае. То есть это мы тем самым боремся с будущими вредителями, да? Она и от вредителей, и от болезней. Вот это одновременно, потому что вот эту мочевину вредители сжигают, у вредителей все и кладки сжигает, яичные. Потому что в основном тут зимующие кладки только. То есть яйцо. да, вполне возможно, что вот здесь вот в листьях то, что осталось, Да. это здесь ну как бы сидят вредители. Их не видно, но они тут есть. Вот. И внизу вот эти ветки, очень важно все это убрать и Все сжечь, да? вычищается, все сжигается. А их Листики нельзя в выгребать. компост куда-то добавить? Ну, нежелательно. Лучше сжигать. Так, для того, чтобы уничтожить гнезда и яйца насекомых, которые смогли перезимовать у нас, используется препарат 30+. Тоже для весенней обработки это очень актуальный препарат. Один раз обработал и спи летом спокойно. Там уже никого не будет, они не проснутся. Их всех уничтожит. Ну что, дорогие друзья, вот сейчас мы, в общем, сгустились тучи, мы не можем сейчас находиться вот здесь вот. И, дорогие друзья, мы с вами прощаемся. Поблагодарим нашего замечательного спикера Маргариту Васильевну, что она нам показала, рассказала, как ухаживать за садовыми растениями. Ну и еще раз для особо одаренных, вот для меня, как обработать. Кустики вырезаем, оставляем, значит, мы уже, как говорили, по 3-4 ветки разного года, разного возраста, начиная от 4-летних, 3-летней, 2-летней и 1-летки. Остальное все безжалостно удаляем. После этого нам необходимо сделать искореняющую обработку. Это только желательно начать, когда почка только пошла на конус, как говорят. Только-только набухла и не раскрылась. Для этого мы берем 500 грамм мочевины и 250-300 грамм купороса. В раздельных емкостях растворяем, смешиваем и опрыскиваем растения. Не забываем добавлять туда мыло. Жидкое. Твердое мыло растворять нельзя, потому что с купоросом это дело не прокатит. Там жидкое мыло, шампуни, там можно посудную жидкость, вот эти вот мыла такие. Можно. Хозяйственное нельзя. Вот тут твердое оно. Нет, Жидкое, если есть, то жидкое. Такие мыла еще можно использовать. Так, и... Если почка уже чуть-чуть если начала почка у нас раскрываться, раскрывается, тут уже с купоросом лести и с мочевиной такой высокой концентрации никак нельзя. Мы берем бордоскую смесь и обрабатываем бордоской от вредителей. ну что, дорогие друзья, будем пробовать. В общем, хороших всем урожаев!